Закончил университет, кстати, достаточно недавно, всего лишь 4 или 5 лет назад. Потому что поначалу, когда я пошел в университет в 20 лет, я закончил Европейский гуманитарный университет в Литве. Значит, когда я пошел в университет в далекие 90-е, я, в общем, как-то был, наверное, оболтусом, что-то там я за это. И, короче, ушел я в армию, вернулся из армии, уже женился, уже надо было строить бизнес, уже надо было обеспечивать семью, поэтому получил образование уже, как говорится, во взрослом состоянии, но зато точно понимал, зачем оно мне нужно и почему я именно это образование получаю. Как недавно кто-то пошутил в нашей такой группе выпускников, ну хоть кто-то работает, пошел по профессии работать. Вот. И я, конечно, тоже, видя, как сегодня работает госуправление, хочу сказать, что это то, что мы должны, с чем мы должны очень серьезно работать. Я не понимаю, зачем нам такое количество справок. Я недавно менял паспорт, мне говорят, вот вам бланки, пишите там снова фамилии, имена, родители. Я говорю, послушайте, это 4-й раз в моей жизни я меняю паспорт. Я не знаю много людей, я, честно говоря, не знаю ни одного, у кого бы в жизни изменилась фамилия, имя, отчество мамы и фамилия, имя, отчество папы, а также года их рождения. Почему я должен это писать вообще? Почему нету с интернета, где я за 15 минут это заполнил, пришел, получил бланк? Или другая история, она просто говорящая, да, с этим же паспортом. Я говорю, сколько будете делать? Мне говорят, значит так, если за 15 или 20 дней бесплатно, а если за 7, то там какая-то сумма называется. Подождите, то есть вы за мои деньги пытаетесь с меня взять еще денег за свою же нерасторопность? То есть вы такие, типа, можете сделать за 7, да, но для того, чтобы я не очень напрягался, делайте мне за 20. И так ведь во всем. Нам постоянно говорят, доплатите за то, что мы просто делаем свой труд. Если вы хотите, чтобы мы просто его делали. Доплатите в школах. Я представляю, если бы депутаты приходили такие, в это деле там заканчивается у них сессия, да, весной, им говорили, так, а теперь собрались и давайте скидываемся. Мы тут хотим у вас поменять полы, поменять обои, переклеить, да, систему голосования. Давайте сюда денежки ваши. А? В школе, в парламенте так не делают, да? В парламенте так не делают, а в школах так и делают. Я открыл сайт 1 сентября прошлого года, называется «Поборы Бай», потому что я против поборов образования. Я попросил людей регистрировать, сколько у них берут, на что. И мы по всей стране люди регистрировались, и мы сделали такую аналитику, что оказывается в среднем белорусы из своего кармана ежегодно доплачивают не менее 30 миллионов долларов. И 70% этой суммы идет на материально-техническую базу школ. И я сейчас не в упрек учителям должен сказать. Они заложники, да, где им говорят, идите, собирайте и так далее. Я про то, куда идут деньги. Это ведь как раз таки те деньги, которые должны были из бюджета, чтобы сюда прийти. Я абсолютно нормально отношусь, когда мы скидываемся, чтобы поехать на экскурсию наши дети. Или какое-то дополнительное образование. Это нормально. Я не понимаю, почему мы платим за обои, за парту, за то, что прописано и должно быть по налогам сделано. Я считаю, что это так должно быть. И самый главный для меня вопрос был, который я себе в последнее время задаю. Я спрашиваю себя, когда нас перестали замечать? Когда это произошло? В какой момент вдруг чиновник в райисполкоме подумал, что людей, которые к нему приходят, не существует? Что это все какие-то жалобщики, которым надо как бы сказать, ай, слушай, что ты тут ходишь, что ты мешаешь мне работать, они говорят, да? В какой момент глава горисполкома подумал, что флагшток за 600 тысяч это то, что нужно городу Гомелю? В какой момент он это подумал? Когда посмотрел на очередь, например, из многодетных семей, да, на социальную помощь. Или когда он проехал по дворам и посмотрел состояние этих дворов. В какой момент он подумал, что никого больше не существует, кроме президента, которому нужно показать флагшток? В какой момент подумали чиновники на самом верху, что наше здоровье, или, например, то, что мы теряем работу, является нашим преступлением, и приняли решение наказывать нас декретом о тунеядцах? Возможно, это произошло тогда, когда мы в какой-то момент подумали, что неважно, кто там сидит в парламенте, как-то они кого-то выбрали, пускай сидят. Это не про нас. Может быть, они так подумали, когда увидели, что они могут принимать решения, а никто не придет у них и не спросит.
за эти решения. Все скажут, ладно, будем разбираться сами. Может быть, когда они разрушили реальные профсоюзы, и мы не сказали об этом ни слова, потому что мы подумали, ладно, как-то какая-то зарплата есть, и все это понятно. Все это по-человечески абсолютно мне понятно. Потому что мы люди. Потому что это нормально для людей пытаться решать проблемы здесь и сейчас. Да? К тому же мы же как-то с плохой властью не первые десятилетия живем в своей жизни. Да? Мы научились их не замечать. Научились решать проблемы без них. Научились сами думать, где заработать еще кусок хлеба. Научились не обращать внимания на их фразы «не нравится, уезжайте». Научились. Но цена этого оказалась непомерна. Потому что в какой-то момент они решили, что нас больше не существует. Что мы просто какие-то машины по производству налогов и рабочих сил. И вот я сегодня слушал, Лукашенко говорит, да, мы вот государство устроило столько-то борьба с коронавирусом. Вы что, издеваетесь? Да. В какой момент они не заметили, как много люди потратили и скинулись силами, временем, ресурсами для того, чтобы это стоило обществу. И сколько это стоило обществу? Сколько ненужных смертей, возможно, это стоило? Или болезней? Потому что ведь коронавирус это не только про смерть. Мы же понимаем, что это еще и про осложнения, с которыми мы будем жить. Я думаю, что то, что происходит сегодня, это невероятная ситуация в Беларуси. Так получилось. В силу разных причин. Они вдруг начали нас замечать. Потому что мы начали говорить. Говорить правду, говорить, как мы хотим жить. Мы вдруг не махнули на них рукой, когда они сказали «уезжайте», и поехали в Польшу на работу, а начали оставаться здесь и говорить, что мы хотим 9 числа выбрать нового президента. Чтобы он нас замечал. Чтобы он знал, что мы существуем. Чтобы он никогда больше никому не позволил себе сказать что-то, что хотя бы намеком оскорбит белоруса, который честно работает, просто хочет нормально жить, и который на самом деле, на котором и держится сегодняшняя Беларусь. Спасибо большое, я готов к вашим вопросам. Пожалуйста. Да, только представляйтесь. Я не знаю, у меня дотянется тут до всех этот провод или нет? Я могу громко разговаривать. Я услышу, да. Александр Снетков, член партии «Зеленых», радикального ее крыла. Будете обливать нас краской? А также состою в оргкомитете социального движения «Разом». Разом? Разом. Да. Вот Юрий Глушаков в черной маске, там на улице, задавал вам социальные вопросы от имени, так сказать, трудящихся. Угу. А я тогда задам другие вопросы. Вот вы рекламируете реформы, рекламируете рыночные отношения, капитализм, скажем так. А известно ли вам, что мировые выдающиеся умы в последнее время говорят о том, что эта система экономики, которая сейчас существует в мире, она себя исчерпала. Поэтому перманентные кризисы случаются в последнее время. Без вот этих циклов кондратьевских там, а постоянно. Давайте, чтобы не было очень долго. Хорошо. Угу. Короткий вопрос. Давайте. Что вам известно о футурологических предсказаниях на ближайшее время? Ну, например, книги Юваля Ной Харари, такого известного израильтянина. Да, я читал. Или российского ученого, который недавно умер, Акоп Погосович Назаритян. Мы же не которого серенький президент Путин, серенький обыватель просто не заметил. А это гений. Саша, питание. Давайте, да, короче, питание. Пожалуйста. Я уже понял. Вопрос, читаю ли я книги, это первый вопрос, да, и верю ли я в предсказания, это второй вопрос. Вопрос в том, что капитализм надо отменять. Товарно-денежные отношения. Первое. Иначе человечество, земля погибнет. Кто из нас баллотируется в президенты? Давайте решим. Что вам известно об этом? Хорошо. Что капитализм надо отменять. Что мне известно про капитализм? Мне известно, что он имеет очень много форм, очень много вариантов, и мне очень нравится скандинавский вариант, где у людей есть реальные социальные защиты. Притом, знаете, что интересно? В Беларуси уровень налогов примерно такой же, как в скандинавских странах. То есть мы платим с вами одни из самых высоких в Европе налогов. Но почему-то такая огромная разница.
Огромнейшая разница, пропасть просто. Потому что, знаете, так получилось, что мэр города Стокгольма есть без всякой охраны, вот просто ходит по городу. Да? Я думаю, что затраты на содержание аппарата, да, там, советские, гораздо ниже, например. И в целом чиновников гораздо меньше. Поэтому мне известно про капитализм, и отвечая на ваш вопрос, вот что. Система должна меняться. Это нормально. Мы меняемся, меняются взаимоотношения. Еще недавно представить себе, что люди могут сидеть дома и полноценно зарабатывать деньги, а не работать 8 часов в сутки, было невозможно. А теперь слово фрилансером никого не удивишь, и половина людей думает, слушайте, а зачем мне ходить в эти офисы, вы найдете работу, я найду, как заработать в интернете. Да? Мир очень изменился, и, конечно, надо подстраиваться под это. При этом, мне кажется, надо соблюдать очень простые принципы. Первое, я бы сказал, что нужно соблюдать принцип защиты. Если мы объединяемся в государство, то только для одного, чтобы оно нас защищало в тяжелый момент и поддерживало. Вот для чего. Значит, мы должны это видеть. Да, мы должны понимать, мои дети получат нормальное образование, у меня будет нормальный доступ к здравоохранению, да, меня вылечат, если что. И в этом смысле я абсолютно за социальную, я бы сказал так, модель. Не как это сегодня, да, позиционируется, она не социальная, на самом деле, не социально ориентированная, а по-настоящему. Но при этом мы все равно должны строить нормальные рыночные отношения. Надо давать свободу бизнесу. Вы поймите, что если мы не будем давать свободу малому, среднему бизнесу, прям абсолютно, людям просто скоро негде будет работать в малых регионах. Там не может быть больших заводов. Советское время ушло. Даже если туда придут инвестиции, мы будем этому способствовать, это будут небольшие предприятия, автоматизированные. Единственная возможность... Так, мы снова забыли, кто баллотируется в президенты, вы или я. Тут надо решить. Если вы, то вставайте сюда, и я, и вы. Если я, то давайте я вам попытаюсь ответить. Да. Хорошо? Все. Я понимаю, что это за сердце берет, это без вопросов. Автоматизация, да, это будущее. Так вот, автоматизация, да, но единственная возможность массово обеспечить белорусов работой сегодня — перестать душить тех, кто создает рабочие места. Потому что они тебе не нравятся, потому что ты хочешь от них, чтобы они себе еще и колхоз содержали и еще что-нибудь делали. Или как я недавно разговаривал с одним и говорю, слушай, а почему вы не даете вот эту вот свободу фермерству? Вроде бы и законы есть, и правила есть. И мне ответил человек очень честно. Он говорит, да очень просто. Потому что мне надо показывать по району показатели. И как я могу объяснить, что у меня урожай в 2 раза ниже, чем у фермера? Как мне это объяснить? Логично. Очень просто. Самое простое решение какое? Сделать так, что фермера не было. Тогда не с кем сравнивать, да? Вот это извращенная логика разросшегося чиновничьего аппарата, для которого бумажка и отчет важнее реальных денег, реальных зарплат, реальных доходов людей. Поэтому, конечно, нужно развивать рыночную экономику, нужно давать свободу бизнесу, нужно сокращать этот безумный штат контролеров. И тогда мы с вами увидим, что город Крупки или там маленькие города, да, вдруг начинают развиваться. Потому что там прекрасно жить, прекрасная экология, не шумно, ты можешь замечательно себя реализовать, и можно будет жить. Что касается всяких Харари и так далее, я Харари читал, второго, вот кого вы знаете, я даже не знаю, кто это такой, и футурологов. Вы знаете, мне уже нет, дай бог, когда-нибудь у меня будет время все это почитать с удовольствием, но я вот что хочу сказать. Главное предсказание, которое сегодня есть, я его сказал в самом начале. Оно звучит так. И я это услышал от огромного количества людей за последний месяц. Если здесь ничего не изменится, я уезжаю. Это то предсказание, которое 100% сбудется. Это то предсказание, которое является для Беларуси просто приговором. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Если можно, представляйте, что, да, чтобы мне... Можно сидеть, да? Чтобы не жить, как бы. А то вы еще встанете, знаете. Ну да, как-то да. Не очень, да. Ладно, давайте. Меня зовут Алексей. Вот у меня, я как-то вот, когда шел к вам, 5 вопросов насобирал. Не знаю, возможно, есть возможность как-то? Ну давайте вы их зададите, а мы посмотрим, чтобы это не было просто личным диалогом только с вами. Конечно, Хорошо? конечно. Вот скажите, вот вы планируете принимать какие-то волевые решения, не прибегая к референдумам, когда вот вы станете президентом? Это прям нужно, надо более четко меня спросить. Что значит волевые решения? Начинать бегать с утра? И вы Нет, про что? что может быть подразумевается
подразумевает референдум, но вы, обладая властью, можете это сделать без референдума. Ну, к примеру, там сменить государственную символику, например, там что-нибудь в этом духе. Все, нужно начать говорить громче, да? Нет, надо микрофон. Мне нужно кто-то из моих ребята, чтобы вы мне помогали микрофон передавать. Уже он один. Это потому что я говорю в микрофон, а молодой человек нет. И я вот думаю, может быть, или... Озвучи його питання, може. Так, тогда вопрос такой. Планирую ли я принимать волевые решения без референдумов? Пример с символикой. Да? Я ничего не планирую делать с символикой на этом этапе. Абсолютно. Потому что считаю, что это будет совершенно неправильно понято людьми. Они сейчас нас выбирают для того, чтобы мы показали перспективу для страны. Единственное, что я хочу сделать по поводу символики, один шаг, который мы обязательно сделаем, это сделать бело-красно-белый флаг национальной исторической ценностью, то, что сегодня не признается, да, и никого не преследовать за использование. Я считаю, что во всех исторических заведениях должны стоять два флага. Официальный и бело-красно-белый, да, как то, что все наша история, все имеет отношение к нам. Возможно, придет момент, но только референдумов. Именно я говорю про символику. Второе. Есть еще один. Я уже сразу все по этому блоку. Я за двуязычие, но за реальное двуязычие. Я когда подавал документы в ЦИК, говорю, слушайте, я даже заявление о том, что я согласен баллотироваться, должен был скачать на русском языке и перевести. Ну, оно там небольшое, типа, я согласен баллотироваться, ла-ла-ла. Я сам его скачал и перевел. Я сгоден, давайте это по-белорусски. Но, например, декларация, это уже более сложный документ, и я просто побоялся его сам переводить, потому что еще наделаю ошибок, знаете, скажут, запятая это должна была стоять, да? Я у них спрашиваю, а почему у вас нет два пакета документов? Их там 3 документа, господи. Мне говорят, мы пользуемся каким-то там установленным этим правительством, что-то там шаблоном. А почему у правительства нет 2 документов? В Канаде есть меньшинство, говорящее на французском языке. Абсолютное меньшинство. И во всех школах изучают французский язык. Никого это не оскорбляет. Я не знаю, кого оскорбить, если парламент будет принимать законы на 2 языках. Если у нас будет реальное двуязычие. Вот я за него. Да? Но в Конституции останется 2 языка. Для меня русский язык точно такой же мой родной. Я как белорусская мова, на кое з задовольненням розмовляю, коли меня на нее запытываюсь. Ну і я у свій час сам її вивчив, бо як син військовця я мог не вивчати білоруську мову і до 9 класу не робив этого. А у 9 класі почав вивчати і мову, і історію, ну і з задовольненням розмовляю, коли є така можливість. Какие еще волевые решения я должен принять или не принять? Ну, в принципе, я услышал то, что вот... Хорошо. Андрей, в Канаде целая провинция франкоговорящая. Квебек одна. Не целая, а одна, и это меньшинство относительно всей Канады. Целая, там большая провинция. Да, но говорит вся страна, понимаете, из уважения. Это очень важный А момент. по всей стране там плотность населения очень маленькая. Я понял. В северных районах. Хорошо, спасибо большое. Скажите, как... Задавать его? Да, задавайте. Он давайте. озвучит потом. Хорошо. Я буду озвучивать. А как вы относитесь вообще вот к идее какой-то максимальной публичности, открытости, к примеру, там вот расходов бюджета, например, каких-нибудь громких там судебных, не личных судебных дел, например, вот такого, выборов? Значит, как я отношусь к идее публичных бюджетов открытых? Я в свое время был в Швеции, и знаете, чем я был поражен? Тем, что я что спросил, меня познакомили с мэром, и я говорю, а вот что вы тратите на это? Он говорит, слушайте, приходите вот на сайт и посмотрите. И там просто все. Кто получил контракты, какие контракты. Я вернулся воодушевленный, думаю, сейчас мы в Беларуси такое дело замутим. Это же крутая штука, да? И мы начали обращаться в исполкомы. А где ваши бюджеты? И нам стали давать 7 цифр. 7. Мы говорим, подождите, а контракты? А нам говорят, а мы не обязаны предоставлять. 1, 2, 3. Раз. Типа, например, такая была цифра. Расходы на содержание госаппарата. Это вот что за такие расходы? Что там внутри? Покажите мне. А вот там вплоть до скрепок. Вплоть до скрепок. Иди и смотри. И поэтому я абсолютно за полную прозрачность. Если бы у нас был нормальный парламент, и когда он у нас будут нормальные комиссии, без вопросов. Это тоже нужно. Иногда надо просто надевать наручники, да, и вести в тюрьму. С этим у нас вопросов нет. Только у нас иногда проблема, ты не понимаешь, человека арестовали, потому что он коррупционер, или потому что он кому-то помешал. А система создана таким образом, что не быть коррупционером, как бы, да, очень сложно. Я был в Витебске, и в Витебске, вы знаете, это вот это как раз дело против Шулейка, по-моему, ее звали, которая глава была какой-то куриной фабрики, да?
И там все говорят, да она ее подняла, она там в жизнь положила, да? Пришли одеть, потому что отдать фабрику кому-то другому. Вот с таким нужно бороться. Но за полную прозрачность абсолютно и за, конечно, публикацию доходов госслужащих. Конечно, мы должны понимать, сколько человек зарабатывает. Ну и расходов бюджета, соответственно. Ну, конечно, да. Но я еще тогда уже скажу, что я еще за бюджет гражданского участия. Это вот новая форма, когда граждане могут сами на разных уровнях выбирать, на что потратятся деньги. Да, например, мы, к примеру, исполком говорит, ребята, мы в Гомеле хотим сделать 3 вещи. У нас есть только $1 миллион. Да? Мы можем поставить новый туалет в парке, флагшток, да, или что-то еще. Издание нового суда, да? А вы можете выбирать и давать свои предложения. И таким образом формируется участие, да? Или, например, исполком скажет, ребята, вот у нас есть реальное самоуправление на местах, мы выделяем $1 миллион из бюджета, и это будет открытый конкурс. Приходите со своей идеей, мы профинансируем ваши нужды. И тогда вот детские площадки появятся как грибы. А не так, что у меня в Фаниполе недавно жена сфотографировала детскую площадку, да, там где дети, там такой двор, где у меня теща. Мне кажется, что там немцы вышли, и после этого решили после бомбежки ничего не делать, только дом поставить, как бы, да. Вот такого просто не будет. Поэтому таким образом, да, пожалуйста, это был 3-й. Это был 2-й. 2-й, ладно, давайте дальше. Слушайте, ну заодно тогда, может быть, и к нему же, вот про, я так понимаю, обратная связь, да, вот вы говорите, местного выбор чего-то, расхода бюджета, да, а как вот планируете, есть ли у вас понимание какого-то ясного механизма, как вот убедиться, что вот все там абсолютно прозрачно, ну, это же, я понимаю, своего рода как голосование какое-то, да, вот выбор, Ну, как тут здесь? должно быть доверие. То есть всегда должна быть система, как вы это можете проконтролировать, там, нормальное гражданское общество, да, и так далее. Но должно быть и доверие. Мы очень высоко платим за недоверие между нами и государством. Эта цена огромная. Я читал целую статью, сейчас извините, если я буду немножко таким, как сказать, целую статью, где люди исследовали, насколько быстрее развиваются экономики, где люди внутри стран друг другу доверяют и доверяют государству. Потому что огромное количество процедур оказываются ненужными. Мы с тобой договорились, мы доверяем друг другу, начали работать, да, мы не ждем дополнительного. Нам что-то государство говорит, мы доверяем, потому что оно это говорит, гораздо быстрее принимаются решения. Мы живем в системе тотального недоверия. Государство не верит нам. Ну, просто не верит. Даже когда мы приходим и говорим, мы умираем, они говорят, мы вам не верим. Когда мы приходим и говорим, у нас нет работы, они говорят, мы вам не верим. Они же нам постоянно это говорят с телевизора. Мы им говорим, у нас нет работы, они говорят, мы вам не верим. Работа есть. Как они говорят, работы не хочу. Забывают добавить, что она за 400 рублей или за 350. Но она есть, как бы, да, или там за 200 и так далее. Поэтому мы должны доверять. Тут как бы только вот это постоянное выстраивание доверия, да, между нами. Но поверьте, просто когда это будет публично, никто в трезвом уме, и когда вы еще будете сами выбирать мэров, за что я выступаю, никто в трезвом уме флагшток на голосование не поставит. Ну просто вот это просто об этом никто не подумает, да. Давайте убедиться, просто прозрачность, вы можете прийти и посмотреть, господи. Плюс должны работать нормально СМИ. Которые должны просто проверять это, да, это их работа. Они должны смотреть эти расходы, они должны рыться в них, копаться в них, это их задача. Да, давайте дальше. Давайте дальше. Какая у вас политика вот в военной сфере? Вот про отношение к ОДКБ у вас какое? Да, я считаю... Озвучь питание. Да, извините за вопрос, какое мое отношение в военной сфере, в международной в данном случае мы говорим, не во внутренней политике, это разные вещи. Международной. Я за то, чтобы мы строили нейтральную страну постепенно. С нормальными дружескими отношениями с Россией, но я против вступления в НАТО, я считаю, что нам это, как и вступление в Евросоюз, я считаю, что нам это не надо, нам надо строить независимую страну. И постепенно мы будем выходить и из ОДКБ, только так, чтобы как бы все понимали, как бы мы не будем против кого-то выходить, да, мы просто будем строить свою страну. Вот. Но я считаю, что это то направление, в котором нужно двигаться. И, конечно, нужно усиливать армию, нам нужно здесь переходить к контракту, да, нам нужно сокращать срочную службу в армии, чтобы это была только служба в армии. Вот я думаю, что полгода более чем достаточно для того, чтобы подготовить молодого человека для выполнения несложной боевой задачи. Потому что понятно, что солдату-срочнику никаких сложных боевых задач поручить невозможно, да? Поэтому несложные боевые задачи, да? Я не против срочной службы. Я считаю, что в каком-то формате она должна оставаться, но с гораздо большей прозрачностью,
с гораздо большими свободами, ну, для того, кто служит там, приезжать домой, если нету военных каких-то задач и так далее. Вот. Я, конечно, считаю абсолютно неприемлемым то, что происходит сегодня, когда господин Равков говорит, если что, мы там выведем армию. Армия вас поддержит. Это что за... Это кошмар какой-то. А для меня это кошмар, потому что мой сын там служит. Ну, он в ПВО, надеюсь, что они противоракетную оборону не выставят, но сам факт вообще такого заявления от человека с генеральскими погонами, это просто вы кого? Вы нас, этой армии, нашими же детьми? Людьми, которые должны защищать государство от внешнего врага. Это задача армии, ничего больше. Над ней надо работать. Вот. Но строить свою страну независимую, нейтральную. Позвольте короткий вопрос в эту же тему. Вот насчет... Это будет так невозможно. Давайте ваш последний вопрос, и мы дадим кому-то еще. Так, хорошо. Тогда давайте, у меня осталось два, но я выберу тогда один. Отлично. Да? Это будет очень смелый волевое решение, без референдума. Давайте. Ну, это не очень. Скажите, какие вот именно проблемы на посту президента вы хотите решать? Вот, ну, понятно, проблем много, но какие из них именно вот ваши, которые вы хотите решать? Хочу питання. Какие проблемы, которые я прямо хочу решать? Да. Я хочу, я уже думаю, одна из вещей, которые я уже сказал, я прям очень хочу, чтобы зажила вся страна. Не один город Минск с зарплатами и так далее, с работой. Прям вся страна, да? Оставлять... У нас сопьется просто. Сопьется? Конечно. Если дать людям нормальную зарплату, то они сопьются? У нас это проблема номер один. Нет, подожди. Проблема с спиванием, только она, мне кажется, как раз таки наоборот, от отсутствия перспектив в жизни, да, а не потому, что у тебя вдруг появилась нормальная зарплата, и ты можешь планировать свое будущее. Но я за то, чтобы развивались регионы, чтобы налоги оставались на местах, чтобы в регионах была жизнь. Вторая история. Я, конечно, за то, чтобы вернуть людям право выбора. На всех уровнях. Чтобы выбирали мэров, чтобы выбирали президентов, выбирали депутатов. И чтобы их сокращать. Я, например, не понимаю, зачем нам вторая палата парламента. Для небольшой страны, как наша, это не нужно. Я хочу, чтобы человек, я говорю про социальную защиту и образование, да? Социальная защита. Мы должны решить простые вопросы. Знаете, они, наверное, может быть, не очень глобальны, но когда я приезжаю в Витебскую область, и мне говорят, что ну, мы тут МРТ ездим делать в Смоленск, потому что там 6 аппаратов, а у нас 1. Да? Вот я хочу, знаете, простые вещи. А? Уже 3. Фейковая информация, абсолютно. Ну давайте, в чем? Андрей Владимирович, давайте не будем. Ну расскажите, почему она фейковая? Идеолог. Другой вопрос. А? Вы Идеолог. очень Это... часто, Не, подождите. очень часто и противоречивы Так. сами себе. Давайте сначала представитесь. Вы должны Я представить. представлюсь, подождите. Нет, давайте мы начнем с этого. И очень часто вспоминаете Витебск. И вот сейчас насчет именно медицинского оборудования, томографов, количество этих больниц даете очень фейковую Подождите, информацию вы мне скажите, сколько- на нашу аудиторию. Сколько Какого- аппаратов МРТ сегодня в Витебской области? Я Сколько аппаратов? знаю, сколько Нет. больниц, я знаю, сколько больниц. Сколько в Витебске, аппаратов сколько МРТ в МРТ. Витебской области? Знаю, каким образом. Я так понимаю, что там вы это идеолог, диагностика. правильно? Вы Нет, идеолог. я не идеолог. Да, вы идеолог. Скажите мне, это идеолог, скажите, пожалуйста? Да, это идеолог. Хорошо, спасибо большое. Мне нравится, что вы стесняетесь сказать, что вы идеолог. Это правильно. Нет. Потому что я повторяю то, что сказал вам всем, а я вам пока не давал слова. Вот, так вот, я хочу сказать, что, конечно, одно из моих первых решений, я вам дам слово, я обещаю. Одно из моих первых решений по поводу, которое вы спрашивали, будет простое. Все сотрудники идеологической вертикали будут уволены в первый день моего президентства. Все до одного. Теперь мы, чтобы вам не надо было, вы знаете, вот заниматься вот этим, ходить сюда. Теперь давайте по поводу аппаратов МРТ в Витебской области. Я не про больницы, я про аппараты МРТ. А Ди- Октябрьский район, откуда вы взяли в декабре. поликлиник, 80 километров. Я До больницы, живу- до больницы, до больницы. Четырежды возила строительные отряды в ту республику, которая называется Рудобелкой. И назовите мне ту точку, хотите с Октябрьского центра, хотите откуда, с Октябрьского самого районного центра, и до какой деревни, где есть поликлиника, 80 километров.
Азаричи, Паричи, и рядом... Что? Где вы видели такую? Вы сказали, что вы ездите... Людей на скорой по помощи району. везут не в поликлинику, а в больницу. А это находится за 80 километров. Знаете, какое расстояние до Паричи, Азарич? Да какие... Почему даете вот этой аудитории фейковую информацию? Давайте замучим выражение. Вы... Так скажите, Да, давайте. почему Я- вы призываете любую аудиторию? Давайте. Вы начали выступление с чего? У нас внимание никому... Подождите, дайте ей сказать. У нас никому нельзя Первый. ничего верить, и никто нам не верит. Кто дал вам такое право? Почему я должна не доверять? Хорошо, Почему должна хорошо, я не понял. доверять? Рядом работающему, живущему, или тому же пенсионеру, с которым общаюсь на скамеечке, я его веками знаю. Кто вам дал такое право? А не доверяйте, покиньте Хорошо, я зал. понял ваш вопрос. Всё. Спасибо. Вот смотрите, у вас еще есть... Извините, дайте задать человеку вопрос. Даже идеологи имеют... Идеологи имеют на это право, Как да. давно вы живете вообще в Республике Беларусь? Что Хорошо. вы говорите? За 26 лет у нас города замерли. Это кто замер? Вы были в Витебске. Сравните Витебск 15-20 лет назад и сравните его сегодня. Хорошо. Да я каждые 2 недели езжу в Витебск. Поэтому Я рад, нет что проблем. вы так часто путешествуете по стране. Вы Давайте это сами теперь, если можно, вам Я отвечу. насчет Вы, кстати, так и не фейковой представились. информации. Вот вы так и не представились. Вы можете Я представиться? могу представить. Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Нина Михайловна, я белорусский пенсионер сейчас. Хорошо. Но Нина Михайловна, обидно теперь слушать, позвольте мне вам когда вы ответить. Вы говорите, что в Да. Октябрьском районе там глушь Хорошо. и вообще света нет. Хорошо. Идите посмотрите. Хорошо. Нина Михайловна, во-первых, спасибо вам за ваше неравнодушие. Конечно. Да, я, конечно же, не согласен ни в чем с тем, что вы говорите, хотя мне нравится, что вы отстаиваете. Если вы не будете давать мне говорить, это будет тяжело мне вам отвечать. Надо решить. Я готов вам еще давать. Вам нужно еще время? Я готов вам еще дать время. А я могу еще насчет флагштока еще. Да, пожалуйста. Красивее и лучше вот этот ваш бело-красный флаг, который здесь. Да. Спросите, многим он очень нравится. Хорошо. А чего он нравится? Подождите. Все, я понял про флаг, я вам уже, более того, ответил, что я не собираюсь его трогать. Нина Михайловна, давайте не заниматься. Я понимаю, что как идеологический работник, и по вам видно, что с большим коммунистическим стажем, вы умеете манипулировать профессионально, и я прям уважаю это умение, но я вам отвечу по существу на каждый из ваших вопросов. Первый. Так, если... Мы снова должны решить, кто идет в президенты, вы или я. Если я, то дайте, пожалуйста, ответить. Значит, если... Первое, что касается фейковой информации. Мы проводили форум регионального развития... Олег, когда это было? В декабре? В декабре, да? Куда мы пригласили медиков. Это был медик, он сейчас доверенное мое лицо, да, и он тогда работал на скорой помощи, а сейчас он даже там пошел по какому-то повышению. Это была его информация, что в декабре тогда это был один аппарат на МРТ. Более того, я не поверил и стал узнавать, и это оказалось правдой. Потом докупили еще несколько аппаратов, но это все равно не про ситуацию, где я считаю, что в каждой районной больнице должен быть КТ, МРТ и УЗИ, и врачи их обслуживающие. Это первое. Это далеко от того, что мы заслужили, как что было построено здравоохранение. Второе. Вы сказали мне по поводу... Чего вы мне сказали? Что вы мне там еще закидывали фейковые информации? Это не фейк, это была реальность. Да? И то, что Полоцк и Витебск ездят на МРТ в Смоленск, это правда. Теперь, что касается города, расцвели, не расцвели. Ну да, мы, конечно, не живем так, как жили там 26 лет назад. Это было бы вообще как что-то вопиющее, да? Слава тебе, Господи, что мы так не живем. Белорусы молодцы, трудолюбивый народ, создали невероятные вещи. Но вы знаете, как я думаю, многие люди, иногда так получилось. Больше не живем, как, может быть, вам бы хотелось, за железным занавесом. И читаем ваши районки. Мы так оказались нормальными людьми. Мы ездим за границу, мы говорим с другими людьми, мы смотрим интернет, и мы приезжаем в польский город и видим, он же разросся. Не только коммерческим жильем, на котором зарабатывают, а реальными парками, детскими садами и так далее, и так далее. А потом я приезжаю в Крупки, и мне говорят, вот здесь раньше был филиал банка, закрыли. Вот здесь раньше было закрыли. Почему? Да потому что вымирают города.
И то, что вы с этим не согласны, это ужасно. Вы поймите, я это не говорю, потому что мне это не нравится. Я говорю, потому что я это люблю. Потому что мне больно смотреть на это. Потому что показуха, которую выстраивают, чтобы только были довольны начальники, убивает сегодня реальную жизнь. Это надо изменить. И тогда мы и правда не будем с вами спорить. А это будет очевидно, что растет Витебск, в котором я был в воскресенье, и спрашивал, ходил, сколько вы зарабатываете? Сколько зарабатываете? Вы с нашим замечательным городом. Правда, очень красивый. Ну, правда, город очень красивый. Сказали, он не растет, не развивается. Так вот, по поводу не растет, да, и не развивается. Так сколько вы зарабатываете? Зарабатываем 500 рублей. Половина предприятий, которые были раньше советские, уже умерли. Только одна вывеска осталась. Я говорю, а где же вы работаете-то? Ездим в Россию. Врачи в Россию, милиционеры в Россию и так далее, и так далее. И вы должны это увидеть, наконец, если вы хотите, чтобы это изменилось. Я верю, что где-то внутри вас есть патриот Беларуси, которому тоже на самом деле хочется, чтобы это было так. Вы просто хотите, чтобы это было так, но вы поймите, вы не можете нас заставить увидеть то, чего нет. Не можете. Мы хотим, чтобы это было так, как вы говорите. И поэтому я иду в президенты. Нила Михайловна, я не могу разговаривать только с вами. Я хочу дать... Да, пожалуйста. Последнее выступление. Если ничего не изменится, я отсюда уезжаю. Да, это мне сказали... Не я уезжаю, это мне сказали огромное количество людей. Это правда. Считаете, вот, допустим, сыграем такую ситуацию. Вы стали президентом. Да. Каким образом и с чего вы начнете свои эти изменения, как вы понимаете? И что вы будете понимать? Кому доверять, кому не доверять, чего ждать? Вы ждете. Случилась беда. Да, пандемия, все остальное. Ждете, дайте нам маски. Если я нормальный работающий человек, да, почему я должна ждать, что мне кто-то должен дать маску? А теперь вы еще скажете, давайте я сяду, буду сидеть и ждать, пока вы мне дадите машину, а потом я еще начну, скажу, дайте мне... Нила Михайловна, какие-нибудь давайте... еще что-нибудь. Давайте снова с комсомольским задором перестанем от масок и защиты здоровья переходить к машине, да? Должен вам сказать, Нила Михайловна, подождите, не спешите. Нила Михайловна, Женя, подождите, я не успеваю за вами. Вы очень быстро говорите и очень жарко говорите. Мне надо тоже дать время. Так вот, так получилось, Нила Михайловна, вот какая история. Работают-то не только белорусы, понимаете? Работают, зарабатывают. Хорошо работает, и вы знаете. И если... Слушайте, если вы на каждое мое слово будете вставать и вскакивать, Нила Михайловна, хватит устраивать Великую Октябрьскую революцию. Вы ее пережили, слава богу. Давайте возвращаться в мирную Беларусь. Давайте поаплодируем Ниле Михайловне, чтобы она поняла, насколько мы сопереживаем в стране. Спасибо, Нила Михайловна. Теперь мне нужно ответить. Я понял, да, мы все должны умереть за Родину, чтобы она не должна была ничего нам давать. Вот политика, о которой вы говорите. Как это так? Вы работаете... Да что ж вы такое? Ну где вас этому учили? Ну, Нила Михайловна, ну вы же пример должны подавать. Вы возраст все-таки уже. Я должна вас уважать. Давайте вы дайте мне сказать. Итак. Нет, она не провокатор. Нет, подождите, стойте, стоять. Так, я возвращаюсь на сцену, потому что я... Подождите, Нила Михайловна, во-первых, если вы не дадите мне говорить, то я просто в какой-то момент, вы понимаете, будет тяжело, это тяжелая ситуация. Второй момент. По поводу провокатора. Конечно, есть люди, которые сюда пришли по долгу службы. Я не знаю, может быть, это не вы, но это тоже наши люди. Даже если им сказали, задай этот каверзный вопрос, там, давай, спроси. Но вы знаете, они ведь тоже там работают, и если в них есть крупица человеческого, она есть. Они тоже это видят. Они не провокаторы, они заложники системы, которая создала из них людей, которые вместо того, чтобы работать и реально хоть приносить пользу, должны вот сидеть и думать, как задать каверзный вопрос, который они написали на бумажке. Теперь второй... Подождите, теперь... Нила Михайловна номер 2. Давайте я... Так, я прошу... Если вы сейчас не дадите мне сказать, я вас прошу выйти. Беларусь. Так, прошу. Если вы не дадите мне говорить, я попрошу вас уйти из этого зала. Подожди, Вы меня услышали или нет? Я пришла Вы меня на- услышали или нет? Стоп! Я не Если вы даю- не дадите Стоп. мне говорить, я вас попрошу уйти из этого зала.
Либо вы даете мне отвечать, либо вы уходите. Я еще не ответил Ниле Михайловне. Уважайте хотя бы ее. Она ваша коллега. Присаживайтесь, Она не пожалуйста. моя коллега. Я ее Присаживайтесь, не пожалуйста. Она не моя коллега. Присаживайтесь, пожалуйста. Приятно, что вы Я вас открещиваетесь. дослушала, я вам вопрос задам. Итак, Патриот? я вам дам возможность задать вопрос, только вопрос, да, а не истерику. Не истерите. Все, успокоились. Идем дальше. Итак, возвращаясь к ситуации с малыми городами и так далее, и Витебском. 400 рублей – это реальность. 500 рублей – это реальность. Беларусь, которая стала на 800 тысяч меньше – это реальность. То, что мы не живем в лаптях, как-то там рассказывают, что мы в 90-х жили. Знаете, вот я в 90-х тоже был. Не был взрослым, был ребенком, но не помню, чтобы мне родители говорили: вот тебе твои лапти, иди в школу. Вот не помню такой ситуации, понимаете? Бедно жили, это правда. После развала Советского Союза, да, особенно вот моя семья, где военные учительницы были, ну это было просто катастрофа. Это правда, я это хорошо помню. И, конечно, хорошо, что мы из этого выплыли. Но то, что происходит сегодня, это откат. Понимаете, последние 10 лет мы не развиваемся, мы стагнируем на самом деле. Второй момент. По поводу... Вы можете со мной не соглашаться, это нормально. У вас могут быть свои взгляды, там, вот вы, да? Но давайте понимать. И вот, мне кажется, в вашей речи есть одна очень важная деталь, которая сегодня, к сожалению, нагнетается именно властью. Мы не враги. Мы не враги здесь, даже с разными точками зрения. Когда я слышу, что люди из власти говорят, все, кто не согласны, там, враги Родины, говорит глава Белой Руси, провластная организация. Вы что, с ума сошли? Вы кого во враги записываете? Мы что, в 37-й идем? Или в 2025-й? Надо решить. Я решаю в 2025. Что касается, с чего я начну, чтобы верить. Вот это, кстати, очень важный вопрос. Это правда важный вопрос. Вчера в Речице ко мне подошла уже пожилая женщина и говорит, рыба, конечно, гниет с головы, но есть же вторая часть. Чистит ее с хвоста. Да? И она говорит, ошибка Лукашенко, по ее мнению, в том, что он сделал опору на эти региональные элиты. Вы там делаете как хотите, главное, чтобы все было тихо и правильно голосовали. И поэтому в итоге он раз за разом попал в зазеркалье. Ну и мы это все сегодня видим. Я думаю, что именно выборы людьми, глав городов, глав регионов сделают ситуацию, где я не должен буду думать, кому там доверять. Люди будут выбирать, кому они доверяют. Люди будут решать, куда идут деньги. И тогда, пожалуйста, если Гомель решит поставить себе флагшток, да пожалуйста, ваше право. Так это должно меняться. Конечно, должна быть нормальная система СМИ, которые показывают реальную жизнь, а не то, что спущено сверху. И тогда мы и правда придем в ситуацию, где мне, как президенту, не надо будет выстраивать вертикаль, которая пытается мне угодить. А моя задача будет руководить командой профессионалов, которые выстраивают государственную политику на основании того, что говорят люди. Вот так я вижу страну. Вот с этого я хотел бы начинать. Я обещал вам дать слово. Я прошу вас только говорите спокойно. Я буду спокойно. Давайте. Вы свой разговор начали Да. про бабушку, про маму, которая Да. сын за границей. Да. Почему вы, патриот страны, Мгм. получили образование в Литве, Евросоюз, в стране Евросоюз? Хорошо. Первый вопрос. Это первый вопрос. У вас их второй, сколько? Два. И второй Давайте. вопрос. У вас в программе написано, что вы собираетесь разделить власть. У нас есть выбор исполнительная и судебная власть. Вы еще хотите больше? То есть, как вы говорите, чиновников, вы хотите расширить еще больше власть, как дармоедов, да, получается, которые будут содержать страну. У вас в Я программе понял. написано Хорошо. разделить власть. Да, У я нас понял, уже понял. две есть. Зачем Отличный нам еще? вопрос. Прекрасно. И попутно, как можно так. Нила Михайловна, Нила Михайловна. Значит так, два прекрасных вопроса. Вопрос номер один по поводу того, почему я, патриот, получил образование за границей. Я вообще, когда стану президентом, хочу сделать огромный фонд, чтобы максимальное количество белорусов, молодых, могли поехать за границу в лучшие университеты мира, вернуться в Беларусь. Так сделано в Казахстане, и мне это очень нравится. Это очень крутая инициатива. Поэтому, Нила Михайловна, вы знаете, мне скажут, я просто, вы же должны понять, я ревную. После кампании, после этой встречи начнут за вас голосовать, понимаете? Скажут, все, возвращаемся в 67-й год. Вот, я хочу что сказать. Что касается образования, я скажу вам, я выбрал госуправление и политологию, и в Беларуси я считаю, что это абсолютно испорченная идеологией сфера,
где на самом деле абсолютно у нас сегодня отсталые методики, отсталая система, она советская, я сказал, она хуже советской, потому что на самом деле советское сохранить было невозможно, это на других ресурсах основано, она гораздо хуже советской, поэтому я поехал учиться туда, где я считаю сегодня передовые технологии. А передовые технологии управления, как мне кажется, сегодня именно в Евросоюзе, госуправление имеется в виду. Второй момент. Конечно, лучшие университеты мира находятся тоже, так я вам скажу, получилось на Западе в основном. Есть, конечно, и китайские, есть и японские, но все лучшие находятся на Западе. Плохо, что там так мало белорусов. Плохо. Это наша недоработка. Теперь, что касается второго вопроса, про разделение властей. Это вот тот пример, когда, почему я учился за границей. Если бы вы, и у нас была с вами нормальная система гуманитарного образования, то вы бы знали, что разделение властей таким образом называют состояние, когда судебная, исполнительная и законодательная власти разделены друг от друга. То есть, нет такой ситуации, что один человек и судья... Еще раз. И судья, да, и закон принимает, и сам себя контролирует. Я про это говорю. На самом деле разделение властей придет к уменьшению количества там чиновников. К уменьшению. Потому что я уже сказал, я за то, чтобы у нас не было верхней палаты парламента, например. Да? Я считаю, что нам и исполнительная власть в таком количестве, как она есть сегодня, просто не нужна. У нас слишком большое количество. Почему? Потому что огромное количество задач, которые ставятся, просто не надо делать. Может, Поэтому, нет, подождите. нужен. Поэтому нет, разделение властей имеется в виду, что мы не можем влиять, не должно быть телефонного права в судах. Да? Вот это имеется в виду разделение властей, не в смысле, что их станет больше. Понимаю ваши опасения, потому что ведь нам столько лет говорят, сейчас произойдет очередное сокращение чиновников, их сокращают на 20%, на 30%, а потом раз, и требуется новое здание. Это какая-то странная история, как бы еще одна загадка, как это так, что людей стало на 20% меньше, а кабинетов им теперь нужно на 20% больше. Да? Пожалуйста, если можно, дам пусть другие, пусть другие, пусть другие. Раз мы вернули мир и порядок, в наш зал, как мы это сделаем и с Беларусью, то я немножко могу и спуститься. Пожалуйста. Нет, я, если можно, дам... Лена. Нет, поначалу я считаю, что это не нужно, потому что мне больше нравится формат, где есть президент, он больше такой представительные функции, в международные отношения, и премьер-министр... Нет, не декоративные, международные отношения, это совсем не декоративные. И премьер-министр, который занимается экономикой страны, да? Я, если можно, по очереди, потому что там была девушка, она давно тянет, я вижу вас. Пожалуйста. Да, действительно. Все как засватаны. Вопрос стал мне не очень приятный. Первый, мы по нему забываем. Все говорят про независимость, каждый из кандидатов, но, тем не менее, процесс-то идет, встречи идут, интеграция, договоры и так далее. Вы становитесь президентом, к вам приходят. В России говорят, давай-ка обязательства, что делать? Ну и потом второй задам. Приходит кто? Тут важно, кто приходит, знаете. Я как раз считаю, что избрание нового президента дает новые возможности для нормального диалога с Россией. Потому что нету старых обязательств. Нету ситуации, где человек боится, что если Россия его не поддержит, то все. То больше, то как бы коллапс. Да? Поэтому... Ну, Смотрите, приходит начальник, работал на заводе один Да, я понимаю, да. приходит другой. Это не значит, что он просто-напросто перестанет работать так и скажет, это делал ты делал плохо, а я тут вот молодец. Конечно. Соответственно, какие-то обязательства остаются. Я думаю, что все обязательства, которые подписаны на бумаге, на сегодняшний день, подписаны, это очень важно, не на словах там где-то, да, мы должны сесть нормально с Владимиром Владимировичем и просто честно, наконец, поговорить, честно. Я считаю, что сегодня наши отношения во многом построены на нечестности. Когда мы говорим, приходим и говорим, да, мы за единую валюту. Когда мы обязательно ее введем, вы нам только там что-нибудь дайте. Проходит время, мы находим причины, почему мы не вводим валюту, да, и начинается... Или с другой стороны, Россия нам говорит, мы введем единый газовый и нефтяной рынок. И нам это говорят 20 лет, да. Так вот, я за то, чтобы мы сели и нормально по-мужски сказали, слушай, нам не нужна единая валюта.
Нам не нужна единая валюта. Мы... Надо, у нас подписано на бумажке в каком-то... Такой бумажки нет. Такой бумажки нет. Такой бумажки нет. Нет, ну потому что все договора публичны. Все договора, которые есть, они публичны. Да? Мы их можем прочитать. Второй момент. Ну, нет ничего вырубленного в этом, как сказать, в камне. Да? Есть договор, который, например, союзный договор. И просто вот про него можно говорить. Он был подписан в 99 году. Да? Что это такое было? Это была реакция на распад Советского Союза. И с ностальгией о Советском Союзе, с разными историями про Советский Союз. Но мы живем уже в новой истории. Я считаю, что Россия и Беларусь должны сохранить то, что сегодня социально-гуманитарное работает на наши народы. Пенсии, да, возможности, бизнесов, возможности, учебы. Это все круто. Но нам не нужны политические надстройки. Нам не нужна, я уже сказал, я не считаю, что нужна единая валюта. Но просто это не надо. Это надо сказать один раз, понимаете? Но не обещать то, что не собираешься делать. И с российской стороны посмотреть, чтобы сказали, ребята, ну, нам не надо это, и все. И поверьте, будут нормальные отношения, нормальные. 9 мая будем поднимать 100 грамм за победу, и это не будет означать, что при этом мы должны быть одной страной. Мы не должны быть. Мы две независимые страны, которые должны строить свое будущее. Надо сказать, что у меня есть несколько вещей, которые я считаю неважно, за и благодаря Лукашенко, не благодаря Лукашенко. Я сегодня считаю это круто, что они есть. Про независимость одна из них. Я считаю, что сегодня абсолютное большинство белорусов за независимость. Абсолютное. И, по-моему, это очень круто, и это как бы и есть та основа, которая помогает президенту, или должна помогать президенту, если он хочет говорить правду, да, другому президенту. Говорит, слушай, ну, мы не хотим, просто не хотим. Мы тебе не враги. Второй момент. Я хочу сказать, что надо еще вот что понимать. Путину-то здесь тоже не нужна война. Путину здесь тоже не нужна. Если мы скажем, мы не собираемся вступать в НАТО, да, здесь не будет натовских танков. Мы же тоже должны понимать их интересы, да? Мы не собираемся делать вещи, которые угрожают безопасности вашей, потому что у них нет границы, ну, то есть все понятно. Этого тоже не будет. Мы будем выполнять соглашения, которые работают на наши страны. Есть очень сложные вопросы. Это было вчера, по-моему, в Речице, меня спросили по поводу АЭС, да? Огромный кредит. Непонятно, куда девать эту электроэнергию. И это вот как раз-таки один из тех вопросов, который неважно, кто это сделал, да, это уже есть, с этим надо будет жить. И такое надо будет решать, и, конечно, это будут сложные вопросы. Но будем решать. Я уверен, что мы сможем договориться с Россией. Полюбовно, я имею в виду, да? Без интеграции. А зачем она нам нужна? Она на самом деле, вы поймите, она им не нужна. Нила Михайловна, чуть-чуть, ладно. Давайте честно. Какая? Уехать куда угодно. А вот какие обязательства держат вас здесь? И вот какой спортивный интерес заставляет, или вам очень хочется баллотироваться в президенты? Ну почему? Все, Нила Михайловна, мне, наконец, вы задали человеческий вопрос, я вам за это благодарен. Хорошо. Куда хочу, куда уезжаю, оплачу и уезжаю. Но Да. у вас-то есть какой-то интерес, какой? Согласен, Нила Михайловна. Сейчас я вам скажу. Значит, Нила Михайловна, значит, по поводу... Я все-таки отвечаю по поводу России. Поэтому с Россией только дружеские отношения. Мы близкие страны, да. Ну, не одна страна, конечно. Мы две страны. У нас есть общая история, у нас есть разная история, да, если мы посмотрим немножечко туда дальше. Как и у любой европейской страны друг с другом. Не всегда можно понять, вот если посмотреть, там, да, Британия и Франция. Сколько они за свою историю воевали, а сколько жили мирно. А уж про Германию и Францию вообще можно, да, отдельно сказать. Но ничего, да, мы говорим сегодня не про прошлое. Я иду в президенты, потому что я как раз таки мне не нравится, что сегодня страна как рак пятится назад, идет спиной вперед, да? А нужно на самом деле идти лицом вперед. Мы говорим про будущее, где у нас будут прекрасные отношения с Россией. Это никак не будет нам мешать строить нормальные, равноправные отношения с Европой, там, дружить с Украиной. Кстати, еще одна вещь, которая, я считаю, была классно сделана, и сегодня это под угрозой, это мирная переговорная площадка по Украине в Беларуси. Неважно, сделал это Лукашенко, это просто супер, это правильно, но ведь именно сегодняшние действия в отношении мирных людей в Беларуси понижают авторитет страны на международной арене, и это ставит под угрозу такую важную инициативу, которую, правда, я вот поддерживаю с двумя руками. Что меня держит... А у вас был второй вопрос. Давайте, да, пожалуйста. Нила Михайловна, нет.
Я запомнил ваш вопрос, я отвечу, уж поверьте. Вопрос еще более неприятный лично для вас. Да. Это, вы знаете, еще до всех там каких-то лишних подписей, до всего, вы еще двое кандидатов считались, ну, так называемыми спойлерами, в это Да. место обозвалось. И я так и не нашла каких-то источников, откуда это взялось, почему. И, ну, почему, например, действующая власть на данный момент не сказала про вас ни одного плохого слова, хотя каким-то другим кандидатам досталось по полной. И... А? Ну, их трое, да. Как бы вот. Интернеты говорят, что вот трое людей. Есть ли у вас вот какие-то опровержения этим слухам? Потому что интернет прямо бомбит. Во время вашего выступления по телевизору тоже. Вас никто не слушал, там разрывался чат. И где... Ну, что вы можете сказать? Может быть, вы с Ниной Михайловной на самом деле приехали и уедете вместе. Вот видите, Нина Михайловна, как ситуация поворачивается. Нет, Нина Михайловна, да, я должен признаться, свой это человек. Нина Михайловна, спасибо вам за большой труд. Но я отвечу. Пока, вот вы перешли на вариант украинской литературы, да? Пока эти гоголевские вареники будут падать нам с неба. Хорошо. И прямо в сметану и с маслом. Ну сколько это можно ждать? Если мы будем ждать масок, тогда будем ждать и Ах, масок. да, слушайте, я же про маски вам не ответил. Вот. Спойлер, Мне нравится, спойлер. что от ваших вопросов не уйти. Спойлер. Спойлер маски. Я, кстати, вам не ответил про маски, отвечу вам коротко. Вы знаете, по всему миру люди работают, по всему миру люди платят налоги, и именно поэтому они вправе ожидать, что когда приходит беда, да, возле метро будет стоять человек с масками и раздавать их. И так это было сделано и правильно, и хорошо. Супер. Мы честь... Нет, вы знаете, там, где это было, к сожалению, не везде. Там, где это было, честь и хвала этим предприятиям. Это без вопросов, да? Хорошо. Вот. Теперь, что касается... Спойлер. Теперь что... Я, например, видел... Мне просто очень понравилось в свое время, да, как, знаете, что сделало южнокорейское правительство? Это просто была очень крутая штука. Они взяли и прислали всем маски по почте. Просто, представьте, вот всей стране. Я думаю, что если наше государство может всей стране прислать Советскую Белоруссию, в почтовый ящик, она вполне способна прислать нам и маски. Поэтому, но там, где это делали, просто, молодцы и правильно делали, да? Там, где, например, не слушая верхнюю власть, внизу начали вдруг отменять парады и там местные праздники, тоже это было правильное решение. Я отвечу на ваш вопрос по поводу спойлерства. Я думаю, что мы так, к сожалению, нас так за эти годы, и даже не только за эти, и за прошлые, воспитали, да, что мы должны постоянно подозревать друг друга, постоянно не верить друг другу. Что, если вот этого бьют, а этого не бьют, все, они уже там не идут вместе, да, они уже разные люди. Или если они не согласны с чем-то между собой. Мы должны повзрослеть, должны понять, что люди разные, с разными мнениями. И я думаю, что сегодня удар, конечно, пришелся в первую очередь на тех, кого власть больше испугалась. Очень просто. Почему больше испугалась? Извините, глава ведущего банка выдвигается в президенты. Не просто ведущего банка, а российского банка. Да? Это, знаете, все ночные кошмары вдруг приходят к тебе в один день. Да? Или там глава ПВТ, уважаемый чиновник, который недавно, сейчас уже нет, но был до этого, да? Единственный человек, который может сказать: я чиновник, который создал реально новый сектор экономики. Реально новый сектор экономики, да? Я по-настоящему, не на словах, дал реальную работу, зарплату и мечты для молодежи. Это, конечно, понятно, да, итог. Поэтому, я руководитель общественной организации. Я, конечно, такого сказать не могу, да, и поэтому, я думаю, в том числе и нету вот такого наката. Что касается, когда вы говорите «все», это ведь тоже неправда. Поверьте, огромное количество людей, которые ко мне после речи в ЦИКе подходили и говорили: да, это было неожиданно для нас, да, но вопросов больше нет. Если у вас остались вопросы после моего выступления на БТ, мне просто даже нечего добавить. Я говорю то, что я. К сожалению, иногда и внутри самой, назовем это условно, оппозиции, в большом смысле слова, тоже люди очень удобно кидать друг друга, да, оскорблениями. Я недавно прочитал, мне там кинули статью на Хартии, да. Вот мы узнали Дмитриева, Дмитриева, Тихановскую будут снимать и под Дмитриева. И это человек, который еще недавно всех журналистов, которые работают в Беларуси, называл агентами КГБ. Да? Зачем это делается? Я считаю так.
неважно, ради каких целей и с какими побуждениями нас разобщают. Потому что человек чем-то возмущен, и он думает, блин, это же несправедливо, там, Бабарика не зарегистрировали, а Дмитриева зарегистрировали. Мне понятна эта эмоция, понятно. Но если вы не можете увидеть главное, а используя, и вас можно так легко вами манипулировать, что вы через это становитесь человеком, который разобщает, вы работаете на то, чтобы эта власть оставалась еще снова и снова и снова. Только в единстве. Только говорить, потом разберемся. Победим, будет новый президент, вот и будем разбираться. Кто там, что там, куда там. Хотя я надеюсь, что у нас просто не будет на это времени, потому что мы наконец займемся страной, и мы все почувствуем, что мы нужны. Что меня держит в стране? Я, по-моему, это сказал, и мне странно, что вы, Нила Михайловна, человек, имя, отчество, которого я запомнил уже надолго. А знаете почему? Потому что я знаю еще одного женщину, Нила Михайловна, она живет в Дзержинске, она пожилой человек очень, и держит свою лавку, и без нее моя парламентская кампания была бы невозможной, потому что она вот держит и зарабатывает, и просто невероятная пенсионерка, которая помогла мне вести кампанию парламента, и просто крутая очень. Но я хочу сказать, что меня держит? Что меня держит? Ну, а почему я должен отсюда ходить? Я здесь родился, да, в Минске. А вы меня спрашиваете, сколько я здесь живу? Я здесь родился. Я прожил здесь всю жизнь, за исключением периода, когда мои родители, отец военнослужащий, жил в Германии, в ГДР, да. Всю остальную жизнь я прожил здесь. Я очень люблю Беларусь. Просто без всякого пафоса. Мне нравится природа, мне здесь нравится, мне нравятся люди, да. И поэтому меня держат 3 сына. Я хочу, чтобы через 15 лет у них были дом и семья. Там, да? Я не хочу, чтобы внуков я видел по скайпу. Вот что меня держит. Вот почему я баллотируюсь. А еще знаете почему? Потому что я мечтаю, чтобы президенты в Беларуси приходили и уходили сами. Без объяснений, без разговоров, без рассказов, без ничего. Мирно, никому не угрожая. Мирно. Пришел, 2 срока, если ты хорошо работал, ушел, и ходишь себе по улице спокойно, и у тебя еще вся жизнь впереди. Потому что мы же знаем с вами из прекрасного фильма «Москва слезам не верит», да, что жизнь только начинается, какой бы возраст мы ни взяли. Пожалуйста, еще вопросы. Да. Слушаю вас. Девушка, какая девушка? Сейчас, да, извините, если я кого-то не вижу, то пожалуйста, да. Я, конечно, вам хотел задать несколько вопросов. Представьтесь. Я пенсионер Соловьев Михаил. У меня вопрос первый к вам. Какую управленческую должность вы занимали? Вот это мне скажите. И все. Какой у вас опыт есть? Вот это меня интересует. На эту должность это колоссальный труд, знания, опыт нужно иметь. А Лукашенко пастухом был и пришел, стал президентом. Подожди, не надо. Подожди. Ну вот это. Что ты это не вспоминаешь? Дайте же сказать человеку. Это не просто имеет так. право, да. Имеет право. Это не просто так, это правда. Должность занимать в таком сложном мире, как вы это себя представляете? Да. С чего вы начнете? Вот это. У вас какой-то опыт есть? Да, у меня есть прекрасный опыт. Я с нуля создал бизнес, создавал рабочие места для людей, руководил им. А сейчас руковожу очень... Да дайте же мне наконец сказать, хватит кричать. Что вы... Ну вы же люди, честное слово. Вот вы так себе видите страну, поорать с места. Так вот, создавал бизнес, потом я решил, что нужно заниматься общественной жизнью. Я не готов идти в сегодняшнюю систему государства. Я считаю, что она подавляет человека, она не дает реализовываться. Я создал общественную организацию. В нашей стране чудесной мы 7 лет добивались регистрации, добились. У нас сегодня сотни членов в организации по всей стране, у нас 30 отделений зарегистрированные, и ими я руковожу. Это колоссальный опыт, уж поверьте, когда люди без денег на волонтерских началах делают кучу интересных и важных для страны вещей, и ты этим руководишь, и ты этим управляешь, как и бизнесом. Но я считаю, что если мы пойдем вашей дорогой, то рано или поздно в Конституцию нужно записать следующую строчку. Президентом имеет право быть только человек, до этого занимавший пост президента. Понимаете? Но это ведь неправильно, да? Мы должны понимать, президент не должен быть и швец, и жнец, и на дуде, и грец. У меня в команде есть люди, которые были и в государственной службе, и в Генпрокуратуре люди, которые работали, и бизнесмены, и экономисты. Они будут работать, это их задача.
Я не буду лезть руками каждый раз, когда мне что-то там нравится, не нравится. Моя задача сформировать команду, руководить ей и слушать, что говорите мне вы, и давать задачи команде, чтобы она благодаря своим профессиональным качествам этих задач достигала. Вот как я вижу задачу президента. Ну и второй момент. Я считаю, что сегодня у президента слишком много полномочий. Слишком много. Именно поэтому мы должны их ограничить. Тогда тоже не будет так страшно. Я вас, кстати, понимаю в этом смысле. С такими полномочиями любого человека туда страшно сажать. Потому что любой человек станет Лукашенко. Это как бы надо понимать. Поэтому нужно, конечно, сокращать полномочия президента, отдавать часть парламенту, большую часть вообще на места отдавать, чтобы здесь люди решали. И тогда не будет так страшно. Еще вопрос. Что президент не надорвал здоровья. Позвольте, не Да, мешайте. нет. Вы по своей речи сказали, тут по вопросам вам задавали, что вы будете в своей дальнейшей деятельности, в управлении государством, я так понимаю, будете развивать бизнес, там, мелкий, средний. Хорошо. Вопрос у меня в таком плане. Всю жизнь, которую люди прожили, они вот эту всю свою жизнь создавали, не кто-то им их заставлял, а они жили в сознании, сознанием со своим создавали. Вопрос? Позвольте, подождите. На что вопрос задали? Они своим сознанием, вот в котором жили люди в царское время, они при своем сознании, в своем у них, в каком они сознании, веками жили, что у них часто собственность была, постепенно они от разных форм социальной жизни к одной с другой переходили. Они в такой системе жили. Потом пришла революция. Подождите, у нас нет только времени, чтобы сейчас 100 лет. Вопрос. Сразу к вопросу. Я вам кратко. К вопросу сразу. Как подготовить сознание людей, чтобы перешли люди к частной собственности. Да. Когда сейчас в частной собственности люди уже работают, имеют свое дело, а основная масса не хочет этого. Или ихние дети, те, кто занимается бизнесом, они не хотят этим заниматься. Это очень хороший вопрос. Они Да. не хотят с этим сознанием. Хорошо. Они по-другому хотят. Нет, я вас понял. Как? Вот Хорошо, это. да. Я считаю, что... Как жить? Спасибо. Это, кстати, был реально очень крутой вопрос. Потому что я думаю, что одна из историй, которые сегодня есть, это очень хороший вопрос. Заключается в том, что много людей боятся, что с изменениями им в стране не будет места. Неважно почему. Вы здесь очень точно подметили, да? Не все хотят быть бизнесменами, или не все хотят быть айтишниками, например, да? И здесь, конечно, мы должны... Извините, я отвечаю человеку, хочу на него смотреть, да? И здесь, конечно, не задача наша заставить людей быть бизнесменами, ну нет, конечно. Задача создать условия, чтобы те, кто хотят это делать, да, они могли. Мы должны учить этому. Вот я, кстати, в свое время, знаете, как узнал вообще про то, что такое экономика, начал, скажем, узнавать, да, и бизнес и так далее. Я пошел в Минский дворец молодежи, и тогда, это были 90-е годы, потом это, к сожалению, закрыли. Там был кружок, который